Так, сегодняшнее мероприятие посвящено завершению проекта Европейского Союза, который называется мониторинг юстиции. Это усиление прав гражданского общества по продвижению прав человека Крымской Республики. Данный проект был проведен совместно Европейским Союзом, совместно с фондом Конрада Аденауэра. Этот проект длился почти 2 года. И в рамках этого проекта мы очень тесно сотрудничали с фондом Конрада Аденауэра по реализации отдельных его направлений. В частности, основной упор был именно на разработку тренинговых модулей по проведению различных видов экспертиз. Это и правовая экспертиза, антикоррупционные, экологические и так далее экспертизы. Были проведены ряд тренингов по экспертизам, а также по отдельным элементам прав человека, кибербезопасности, кибергигиены. То есть, в принципе, основное направление это было повышение потенциала гражданского общества, а также госслужащих тоже именно в понимании самой сути прав человека, применении соответствующих видов экспертиз при анализе проектов нормативно-правовых актов на предмет соответствия принципам. И, соответственно, также в рамках данного проекта мы подготовили совместный информационный пакет, который включил в себя основные конвенции в сфере защиты прав человека, международные конвенции, по конвенции в сфере экологии. И в данном информационном пакете были охвачены все основные обязательства в рамках данной конвенции Крымской Республики, порядок отчетности и непосредственно содержание и суть этих конвенций, чтобы любой чиновник, который проводит экспертизу нормативно-правовых актов, мог, основываясь на данном инфопакете, понимать на соответствие каким принципам, каким конвенциям данные нормативно-правовые акты должны проверяться и чему они должны соответствовать. То есть, в принципе, это помогает создать нам потенциал для госорганов и для гражданского общества, чтобы они понимали, какие обязательства есть у страны, что мы обязаны выполнять и как они имплементируют наше законодательство. Я думаю, в целом результаты проекта были неплохими. То есть в рамках данного проекта также было оснащено здание Института нормотворчества при Министерстве юстиции. То есть в рамках данной помощи было оказано содействие в приобретении современного оборудования, мебели для тренингового центра, который довольно часто используется и представителями проекта для проведения своих мероприятий, а также представители гражданского общества. То есть мы, в принципе, открыты для построения данной площадки и данного тренингового центра для тех, кому это нужно. Сегодня мы рады поделиться с общественностью, с партнерами, результатами проекта с удовольствием. Мы проработали 3,5 года, и в рамках проекта нашим основным партнером было Министерство юстиции. В рамках проекта совместно с Министерством юстиции были разработаны большое количество руководств, аналитических материалов, обучающих материалов, и была проведена серия тренингов как для государственных органов, так и для организаций гражданского общества, независимых юристов, экспертов, в общем, всех тех, кто так или иначе занимается вопросами нормотворчества, экспертиз проектов нормативных правовых актов и аналитикой. В рамках проекта было проведено больше 20-30 тренингов для госслужащих, только отдельно порядка 50 тренингов было проведено для юристов, для адвокатов, для организаций гражданского общества в регионах страны по методу каскада. Основными продуктами проекта являются руководство по применению стандартов экспертиз проектов нормативных правовых актов, которое было разработано совместно с Министерством юстиции. Также у нас есть руководство по нормотворческой деятельности, которое адресовано в первую очередь государственным органам, и они могут, пользуясь этим руководством, эффективно разрабатывать проекты нормативных правовых актов. Кроме того, были выработаны различного рода методологии для организации гражданского общества, руководствуясь которыми они могут эффективно проводить именно мониторинг уже существующих законов, как они работают на практике, где какие есть недосчеты, и на основе этого делать аналитические отчеты, отправлять государственным органам для принятия к сведению.
все проекты. А по итогу будет ли продолжение? По итогу у нас есть определенные устойчивые продукты, которые останутся для пользования как госорганам, так и организациям гражданского общества. У нас уже налажено сотрудничество, именно диалог в рамках меморандума о сотрудничестве. И на будущее мы также ставим целью продолжать аналогичные инициативы путем именно усиления качества разработки законодательства, но и также и отслеживания вопросов исполнения или имплементации законодательства.